Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 16 июня, на пятницу. Смотрим мы с вами все знаки зодиака по очереди от Овнов до Рыбок в двух частях по 6 знаков. Это первая часть. Смотрим от Овнов до Дев. Первые Овны. Покажите мне 16 июня. Овны. События дня. Цветочек. Исполнение желания у вас будет в пятницу. Корону нельзя. Неприятность. Расческа. Получение. Конверт. Так, и смотрим горизонтали, вертикали. Подсвечник, надежда. Так, и здесь нет, значит, смотрите, получается у вас 4 события. Первое событие — исполнение желания. Второе — какая-то неприятность, да, какая они показали нам. Дальше получение чего-то и надежда будет. Будете на что-то надеяться в этот день. То ли на это получение, то ли надеяться на разрешение этого вопроса, тут уж я не знаю. Ну, вот такие события для вас, Овны. Благодарю за внимание, перехожу к Тельцам. Так, смотрим Тельцы. Шестнадцатое июня, события дня. Тельцы, смотрим. Пятница. Сразу же Луна выпадает. Какое-то событие, которое повторяется с вами каждый месяц, может быть. Ну, или имеет какой-то цикл, цикличное. Выбор, весы, ну, либо какие-то колебания, сомнения. Получение, конверт, слезы, яблоко, успех. Слезы могут быть радости, да, тем более рядом успех выпадает. Нерешенный вопрос. Цепочка. Так, ну и ножницы, видите, ножницы не складываются, поэтому вопрос не решится у вас, скорее всего, в пятницу какой-то. Бабочку нельзя. Верность еще есть, лебедь. Удача, подкова. И ключик, открытые двери.
Но видите, благодаря подкове, да, и ключику будет в каком-то деле успех, но тем не менее что-то, да, вот вы решить так и не сможете. Даже вот удача и ключ не помогут решить какой-то вопрос. Возможно, вы к этому вопросу постоянно возвращаетесь. Вот, кстати, Луна может еще на это намекать, да, то есть вы уже много раз пробовали решать. Так, ну смотрим отдельно, да, то есть рассказываю. У вас в этот день будет какое-то цикличное событие, которое постоянно повторяется. Получение будет, сомнения, колебания, нерешенный вопрос, слезы, успех в работе, в делах, удача, гармоничные отношения в паре и открытые двери. Так что вот такой у вас, в принципе, день хороший, да, вот за исключением только вот этого одного нерешенного вопроса. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к близнецам. Смотрим близнецы. 16 июня. События дня для близнецов. Ну, первое, что я увидела, это нерешенный вопрос. Удача. Подкова. Любовь. Яблоко нельзя. Горизонталь, вертикаль я не нашла совпадений. То есть у вас всего лишь 3 события. Первое событие — это какой-то будет нерешенный вопрос в этот день. Что-то вот, ну, не получится сделать. Дальше вам будет сопутствовать удача. Ну вот видите, к сожалению, удача, да, то есть показывает, что не поможет в этом вопросе. И, кстати, вот ножницы, половинки ножниц, да, то есть по периметру могут показывать, что уже остался буквально один шаг. То есть очень скоро вот это дело решится. Ну и самое главное, в личной жизни все будет хорошо. 2 сердца. Да, то есть на вашей стороне удача и любовь. Ну а вопросы решатся, видимо, на следующей неделе у вас. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Смотрим раки. 16 июня. События дня. Череп. Череп — это плохое самочувствие, болезнь, усталость еще может быть, застолье. Хорошие новости в пятницу у вас будут. Нерешенный вопрос. Уже
третий, по-моему, вы знак, да, кому он выпадает, всех преследует. Успех. Да, то есть в каком-то вопросе будет в успех, а в каком-то нет. Свидание. Гости. Ну, здесь может быть, скорее всего, приятная встреча, да, то есть застолье с гости, приятная встреча. Потому что параллельно, да, то есть быть на свидании, быть в гостях, ну, как-то, наверное, не знаю, это надо умудриться. Так, сейчас я еще посмотрю. Горизонталь, вертикаль, да, вот есть еще встреча деловая у вас в этот день. И здесь нет, получается, может быть плохое самочувствие, встреча деловая, застолье, гости, хорошие новости, успех, приятная встреча. И вот один минус у вас нерешенный вопрос. Так, а сейчас посмотрим ножницы. Ну, ножницы далеко друг от друга, но, скорее всего, что не скоро решится, судя по ножницам. Вот такие события для вас, раки. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к львам. Сейчас будем смотреть, что у львов. Львы. июня. События дня для львов. Пятница. Покажите мне, что будет у львов. Любовь у вас выпадает, 2 сердца. Будет все хорошо в личной жизни. Возможно, будет знакомство, если у вас нет любимого человека. Будильник. Будильник говорит о том, что вы можете куда-то опаздывать, спешить в этот день. Может быть, где-то будет назначена какая-то встреча на определенное время. Гости. Змея. Общение со змеей. Так, проверяем, смотрим, что здесь по горизонтали. Еще есть приглашение. Смотрите, приглашение в гости, да, то есть на определенное время может быть. А еще и подарочек выпадает. Ну, тут 2 варианта. Либо приглашают вас, и вы с подарком идете, либо вы можете еще приглашать гостей, да, то есть они придут с подарком. То есть может и так быть. Цыпленок еще есть. Общение с семьей, с детьми. Возможно, в гости придут дети, если у вас своих детей нет. Так, и здесь нет. Получается, у вас в этот день будет какое-то событие на определенное время. Все хорошо в личной жизни будет. Гости, приглашение, подарок. Общение с семьей, с детьми и общение с человеком, у которого длинный злой язык. Да, змея. Хотя вот, может быть, иногда проигрывается как человек по году рождения, змея, там, не знаю, медик по профессии, так, может так тоже быть. Поэтому тут не обязательно это всегда, да, кто-то такой ядовитый. Но имейте в виду, такое тоже может быть. Благодарю за внимание, перехожу к девам.
Так, смотрим, Девы. Девы, 16 июня. События дня. Пятница. Что будет у Дев? Подарочек выпадает, первое событие. Будильник. Любовь. Разлука. Выбор. Расческу нельзя. Дорога. Корону нельзя. Новость. Возможно, новость поставит вас перед выбором. И ножницы. Решится какой-то вопрос. Так, сейчас я еще проверю горизонтали, вертикали для вас. Посмотрим, что еще тут есть. Нерешенный вопрос нельзя. Так, здесь нет, здесь нет. Нет. И домик тоже нельзя. Эту карту я не могу сюда ложить по правилам. Значит, смотрите, что у вас выходит. У вас получается в этот день подарок. Все хорошо в личной жизни. Поездка. Решение вопросов. Какое-то событие будет на определенное время. Ну, не знаю, может быть, вам надо куда-то приехать, да, на определенное время. Или вопрос будет решаться в определенное время. Дальше приходит новость, вы стоите перед выбором, и еще может быть разлука, чемодан. Но здесь опять же дорога, то есть может быть вы просто куда-то уезжаете, да, то есть и на время расстаетесь там, не знаю, с ребенком, с любимым человеком, с родителем. То есть чемодан показывает разлуку временную. Вот такие события для вас. Ваша задача, в общем, в этот день следить за часами, да, потому что будильник предупреждает, что какая-то проблема там будет, нужно правильно все рассчитать. Ну, вы как никто умеете рассчитывать время, так что я думаю, вы эту проблему точно избежите. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку я всегда для вас оставляю внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите и увидимся с вами во второй части.